Представляя нового главу района, Аслан Бжаня выразил надежду на то, что рассчитывает на нового руководителя. Есть куда расти, есть проблемы, которые необходимо решать, подчеркнул президент. Глава государства обратил особое внимание на сохранение межнациональной дружбы и межнационального мира. Любое кадровое решение должно приносить больше положительных результатов, чем было до этого. Я, как президент страны, на это рассчитываю. Есть куда расти. Есть проблемы, которые необходимо решать. И самое главное, весь наш труд руководства района, труд Саида Геннадьевича должен быть направлен на служение нашим жителям, жителям Гурьевского района и нашей республики. Очень важный момент, на который я хотел акцентировать ваше внимание, это сохранение межнациональной дружбы и межнационального мира. К сожалению, у нас так часто бывает, когда выступают общественные деятели и, не имея никаких поводов, затрагивают эту щепетильную тему. Здесь бок о бок трудятся представители многих национальностей. В этом смысле Гурьевский район является уникальным. И меня радует, что в этом зале представители всех национальностей, проживающих в Гурьевском районе. Я уверен в том, что таланты каждого из вас будут в рамках совместной работы приумножены. Аслан Бжаня подчеркнул сложность нынешнего времени, специальную военную операцию России на Украине и сложившуюся ситуацию в Грузии. Знаете, что живем мы не в простое время. Знаете о том, что ситуация вокруг России, нашего, по сути, единственного, но из таких крупных государств, стратегического партнера, резко обострилась. Знаете о том, что есть в Грузии реваншистские силы, которые вместе с коллективным Западом, это не оборот речи, это так оно и обстоит, хотят открыть второй фронт. И это уже не просто разговоры, это попытка, реальная попытка осуществить намеченное. Как это не кажется парадоксальным, мы сегодня хотим, чтобы действующее руководство Грузии сохранило свою власть, премьер-министр и его команда. Так уж получилось. Только потому, что они не сторонники войны. Все это на нас накладывает особый отпечаток. Как никогда нам необходимо сплотиться во имя сохранения нашего государства, во имя сохранения нашего многонационального народа Абхазии, во имя сохранения нашей культуры, самобытности. Глава государства отметил, что за 2 последних года в республике удалось начать реализовывать важные проекты, и эту тенденцию необходимо продолжить. Но вы видите, через какие дискуссии приходится нам проходить, чтобы реанимировать правильные вещи. Это то, что делается сегодня в Ачимчирском районе, в городе Сухум. Строительство – это, на мой взгляд, прямой синоним созидания. И это нам нужно делать. Нам необходимо сделать так, чтобы наша земля нас кормила. Для того, чтобы она нас кормила, она должна обрабатываться, возделываться. Это элементарное правило экономического развития. Новый глава районной администрации Саид Харазия выразил благодарность руководству страны за оказанное ему доверие. Я в полной мере осознаю возложенную на меня высокую ответственность. Всевышний не в первый раз приводит меня к служению нашей стране Апсны. Как вам известно, я дважды был избран в Народное собрание парламента Республики Абхазия 5-6 созыва, законотворческую ветвь власти. Сегодня начинается мое служение в исполнительной ветви власти. Я намного увереннее смотрю вперед, ибо знаю точно, что над нами Творец, любящий нашу страну Апсны, а за моими плечами опыт государственной деятельности. А рядом верные друзья, всем сердцем любящие нашу страну Апсны. Верю, что, объединив наши усилия, мы вместе сможем достичь процветания, благополучия и безопасности нашей страны. Президент выразил благодарность бывшему главе районной администрации Аслану Барателе и его команде и выразил надежду на то, что новый руководитель будет тесно контактировать с ним. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.